Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Сегодня у нас очередной спецвыпуск. Мы продолжаем интеллектуально выжигать ненавистные татарам Башкортостана тома книг из серии «Башкирские рода». На этот раз возьмемся за критику 12-го тома, посвященного роду Иректе. Мы очень сожалеем, ментальный вирус родоплеменной идентичности, который сегодня в Башкортостане целенаправленно внедряется как среди татар, так и башкир, проник в головы руководителей республики, в головы башкортостанской элиты. Мы говорим о воскрешении в самосознании современных людей идей, ценностей и порядков родоплеменных отношений, как о болезни не просто так. Дело в том, что сегодня в Башкортостане сторонники реконструкции трайбализма дорвались до самых высоких этажей власти, дорвались до ключевых позиций в государственном управлении республикой. Поэтому в среде башкирской интеллигенции, на наш взгляд, сегодня нет вообще никакой дискуссии, нужно ли башкирам тащить в сегодняшний день эти рода и племена из прошлого или нет. Главенствующее положение родоплеменных реконструкторов Башкирии, на наш взгляд, банально выжгло дискуссионное поле в республике. И если светлые умы башкир смирились с тем, что их сегодня загоняют в светлое будущее вчерашними родами-племенами, то татары Башкортостана активно и упорно сопротивляются этому враждебному натиску на их умы, на их этническое самосознание. Крепитесь, дуслар ипташляр. Современный трайбализм – это болезнь еще и потому, что его идеи разъедают плоть и душу нации, плоть и душу литературного родного языка, будь то у башкир или у татар. Знаете ли, в нашем современном мире таким национальным идентичностям, как у нас, у татар, у башкир, у чувашей, у удмуртов и у других национальностей, и так непросто. И так непросто ведь нам живется. В качестве внешней угрозы есть глобализация, ассимиляция, урбанизация. Вы можете увидеть эти процессы по своим детям, которые все меньше и меньше знают историю своего народа, свой родной язык, и чтут традиции и культуру своего народа также все меньше и меньше. А тут получается, что у нации теперь есть внутренняя угроза, внутренний червь, вирус трибализма, желание насадить родоплеменную идентичность. Все это как червь разъедает тело наших наций. Будьте внимательны. Трибалисты придут за вашими детьми и засунут их в какие-нибудь новодельные рода, кланы и племена. А если вы им скажете слово против, что вам важнее ваша нация и ваш родной язык, то тогда трибалисты вас оскорбят, унизят, обзовут вас националистами. Попутно, может, еще и в правоохранительные органы настучат. Мол, вы пропагандируете национализм. И вот на прошлой неделе мы узнали, что оказывается среди башкирской элиты есть конкретные носители вируса трайбализма. 3 июля, выступая на 11-м Всероссийском сельском сабантуе, проходившем в Муслюмовском районе Татарстана, заместитель председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Эльвира Айткулова заявила, что Муслюмовский район Татарстана – это земля башкир. Müslim rayonu Başkortostan üçün əhəmiyyətli. Müslim rayonunda bizim Başkortlar yaşayan, bizim irikti, həm qara tabun yaşayan ırıldarının yerləri. Həm əlbəttə biz ışanabız bizim dostluq, bizim artaban alğa atlav, həm əlbəttə bik zor işlərimiz, bizim tillərimizi haqlab qalıb, ruhtu көтәрүгə, həm үзебезнең шәҗәрәләрне белеп, үзебезнең тарихыбызны белеп, безнең яшьтәр, балалар үсһен. Обратите внимание, что Эльвира Айткулова говорит о Муслюмовском районе как о земле башкир и аргументирует это тем, что, видите ли, вспоминает племена Иректе и Каратабын. На этом интервенция башкирских этномиссионеров-трайбалистов не заканчивается. Эльвира Айткулова продолжила жечь напалмом и так уже полыхающий костер татаро-башкирских отношений, опубликовав у себя в соцсетях весьма любопытный, как ей кажется, исторический факт про Муслюмовский район. Муслюмовский район – это бывшая Иректинская волость, старшиной которого был башкир Шариф Кииков. Он захоронен в селе, которое сам и основал. Сейчас оно называется Миллят-Амак. На его могиле растет могучая сосна, которую, по словам Бахтигарая Арманшина, скорее всего, в память о деде посадил Гали Сукарей.
Именно по его трудам мы знаем подробно родословную башкир рода Кара-Табын, ответвлением которого и является род Иректе. Сегодня табынцы и иректинцы проживают не только в нашей республике и в Татарстане, но и в других регионах нашей страны. А литературные духовные труды Гали Сокорыя, биографии этого знаменитого башкирского рода, ждут еще своих исследователей. Обратим внимание, что начальница Всемирного Курултая Башкир Айткулова все никак не может определиться, как же по-башкирски правильнее ей исковеркать имя татарского просветителя Гали Шыкрый. То она пишет о Гали Сокорой, то как Гали Сокрый. А почему так? Да потому что аутентичный литературный псевдоним татарского деятеля Гали Чыкрый. Мы проанализировали, каким именно образом башкирские этномиссионеры создали миф вокруг Муслюмовского района и как тут появился башкирский старшина Шариф Кииков. Оказывается, все дело в некоем жителе деревни Милля-Тамак в Джаудате Хамматове. На самом деле мы ничего против Хамматова не имеем. Все-таки он человек преклонного возраста. Вполне возможно, что башкирские этномиссионеры взяли у него интервью, расспросили его, что ему известно про историю муслюмовской деревни Милля-Тамак. Сделали манипуляции с вырыванием из контекста его слов. Там видеомонтаж, тут видеомонтаж. Ну, вы поняли. В итоге получилось любопытное повествование местного знатока истории Хамматова о якобы башкирском прошлом Муслюмовского района. Давайте глянем этот образчик про башкирские видеоманипуляции. Патшаның генералы да бер жатырган янка шулай сөйледер енді. Шариф генерал деп. Шариф деген кеше ол Иракта болысыннан келген деділер енді. Шондый хал. Аңа шол патша мында жер берген да, шол патша берген жерге келіп, мында ауыл түзеген. Ауыл түзіп біткен. Башқұртлар yaşagan енді мында, bu жақта. Ол шол Иракта болысынан келген кіші башқұрт болған бетін. Шоның нәсілі шошында өршіп кеткен. Со временем население аула Милля-Тамак становится многонациональным. Здесь по припуску башкир селятся типтяри и выходцы из Казани. У каждой группы населения было отдельное кладбище. Еще одно башкирское кладбище было в Милля-Шарипе. Diyaratlар ayırım, her bir nige Kazançı kişiniki ayırım, tipterniki ayırım, Başkırtniki ayırım diyaratlar. Tigi yakta iş diyarat, bu yakta yine bir güne diyarat, Başkırtkına bulgaç. То есть некий один бабай, Джаудат Хамматов, неизвестно кто он по профессии, агроном, учитель, краевед или еще кто-то, рассказывает историю про Муслюмовский район Башкортостана. Мол, это Иректинская волость, что тут командовал Шариф Кииков, а значит Муслюмовский район – это земля племен Иректе и Кара-Табын. Башкирские этномиссионеры это бережно упаковывают в свои книги, вот эту серию «Башкирские рода», и эта информация попадает в голову заместителя парламента Башкортостана Эльвире Айткуловой. Эх, если бы так оперативно власти Башкирии в свое время услышали мнение жителей своей республики не трогать гору Куштау. Так бы оперативно услышали про проблемы с дорогами, вакцины и так далее. Цены б не было таким властям. Ну а так, пока власти Башкортостана в лице Эльвиры Айткуловой очень внимательно вслушиваются, получается, в слова жителей муслюмовской деревни Милля-Тамак. Какие чуткие. Интересно, а слышит ли она про проблемы башкирского языка? А теперь давайте перейдем непосредственно к самой книге, где ребята башкирского этномиссионера Салавата Хамидуллина за 100 миллионов рублей написали сказку про род, клан, племя, да неважно, в общем, про Иректе. Ранее мы уже делали обзор книг по родам Ельдяк и Елан. Тут у нас должна всплыть ютубовская ссылка на предыдущее видео. Ссылка также будет и в описании под видео. Отметим, что согласно авторам книги про род Иректе, его представители живут в Муслюмовском районе Татарстана, а также в Таташлинском и Балтачевском районах Башкортостана.
Итак, башкирские авторы считают род Иректе неким ответвлением от рода Табын, ну или Каратабын. Это примерно одно и то же. Значит, мы должны прочитать в книге про башкирский род Иректе историю возникновения рода Табын, доказательство того, что род Табын стал башкирским родом. Желательно, чтобы представители рода Табын сами себя назвали башкирами. Потом мы должны прочесть, как из этого рода Табын выделился род Иректе. И доказательство того, что иректинцы тоже сами себя считают башкирами. Можно в крайнем случае и такую схему. История возникновения Табын. Может, и нет никаких исторических источников, свидетельств или доказательств, что Табын стал башкирским, но из него выделился род Иректе. И вот уж иректинцы точно сами себя башкирами назвать должны были бы. Сразу скажу, ничего такого в книге автора Салавата Хамидуллина вы не найдете. Мы всю книгу перерыли, ничего нет вообще. Итак, хамидуллинские мародеры начинают историю рода Табын с легендарной личности, с Уйшина Майка Бей, который якобы и был начальником рода Табын. Уйшин Майка Бей известен тем, что был единственным из приближенных к Чингисхану, кто вместе с ним сидел в одной повозке с великим ханом. Персидский историк Рашид ад-Дин Уйшина Майка Бея называет командующим правым крылом армии Чингисхана, Джучи и Батыя. И вот первая цитата, по которой можно сказать, что башкирские авторы-фантазеры с ноги на ногу переминаются и не могут установить генетическую связь между родом Табын и родом Иректе, не упомянув Казанское ханство. Клан Иректе, возникший на восточных рубежах Казанского ханства в западной части Башкортостана, включал в себя представителей различных башкирских родов – Табын, Тамьян, Бурзян и другие. Однако численно преобладали табынцы. Именно поэтому иректинцы считали себя ответвлением рода Каратабын. Как видите, перед башкирскими горе-писаками встала очень непростая задача. Оказывается, история иректинцев очень тесно сплелась с историей Казанского ханства. Забежим наперед. История Казанского ханства дает на самом деле скелет для истории иректинцев. Поэтому тут хамидуллинцы должны взять хирургический нож и очень аккуратно от тела истории татарского народа отсечь историю якобы башкирских иректинцев. Это мы еще в будущем разберем, как именно они это делают. А насчет того, что в иректинцах преобладают табынцы, это хамидуллинские малайлар нам такой небольшой спойлер сделали к родословной татарского писателя Гали Чекрей. К нему мы тоже в будущем обратимся. Поехали дальше. В общем, авторы книги очень дотошно нам рассказывают, что вся историческая движуха с родами и племенами была у многих тюркских народов. Но только не у татар. Башкиры, а также другие тюркские народы – казахи, нагайцы, туркмены, кыргызы, крымские татары, крымла, каракалпаки, узбеки – в прошлом имели клановую, родовую структуру организации общества, память о которой у многих из них сохранилась до наших дней. Видите, да, как хамидуллинские ребята очень аккуратно вырезали татар из числа тюркских народов, у которых были рода и племена. Более того, авторы книги натягивают историю родоплеменного общества, родоплеменное мировоззрение на современных башкир. А делают они это цитатой на иностранного автора. Ну а что, солидно же ссылаться на зарубежного автора? Никто же не обвинит в том, что это самим башкирам только кажется, что у современных башкир есть рода и племена. Вот цитата башкирских авторов на американского исследователя Алена Франка. Среди башкир племена и клановая идентичность, так же как общая башкирская идентичность, являются высшей идентичностью и сохранились до сегодняшнего дня. Повторимся. Получается, что сам американец обратил внимание на башкир. А давайте посмотрим на книгу, на которую ссылаются башкирские графоманы, цитата которую они содрали, была взята из книги американского автора Алена Франка. И книга называется «Исламская историография и булгарская идентичность татар и башкир в России». И что же там пишет Ален Франк? Открываем его книгу. Да, там есть эта цитата. Тут хамидуллинцы очень точно передали цитату Франка. Но есть небольшой
нюанс. Ален Франк свое рассуждение о том, что у башкир сегодня есть родоплеменная идентичность, основывает на книге башкирского автора и националиста Дамира Жаватовича Валеева. Его книга называется «Национальный суверенитет и национальное возрождение», вышедшая в 1994 году. Мы о Валееве не очень высокого мнения. В свое время он, например, стучал на башкирского историка Раиля Гумеровича Кузеева. Но в своей книге Дамир Жаватович пишет об опасности воскрешения тройбализма, которое он своими глазами наблюдал в начале 90-х годов. То есть в начале 90-х годов вокруг затеи запрограммировать в башкирах родоплеменную идентичность башкирская интеллигенция еще споры вела. Вы представляете себе? Итак, среди инициаторов воскрешения тройбализма Валеев называет Булата Загреевича Рафикова, лидера Народной партии Башкортостана, а также редактора газеты «Яшлык» Артура Идельбаева и так далее. Конкретно с Артуром Идельбаевым и его тройбалистской инициативой Дамир Валеев вступает в полемику. Поэтому Артур Идельбаев и спрашивает, надеясь, что его поддержат, а почему бы не назвать предстоящий съезд Курултай башкирского народа съездом представителей племен башкирского народа? Историк Идельбаев забыл, что сегодня нет племен, как нет и их представителей, а есть башкирский народ, некогда состоявший из племен. Более того, Дамир Валеев устами башкирского историка Раиля Гумерова пытается вторить башкирским тройбалистам, что, мол, для башкир родоплеменная история – это уже пройденная история, не надо к этому возвращаться. Общественные отношения башкир в 17-19 веках уже много столетий не выражали сущности родового строя. Дамир Валеев задается вопросом, нужно ли сегодня возрождать родоплеменную идентичность. Отвечая на этот вопрос, он фактически оставляет послание башкирам на много столетий вперед. Из опыта колониальных стран известно, что колонизаторы, желавшие продлить свое колониальное господство, искусственно раздували межплеменные распри у народов Африки и Азии, возрождали с этой целью племенные различия, консервировали отжившие обычаи. То есть, по мысли Дамира Валеева, тройбалисты ведут к тому, что башкиры в будущем не смогут противостоять экспансии федеральных российских корпораций и жадных российских олигархов, которые высасывают все соки из земли Башкортостана, забирают себе полезные ископаемые и природу республики, а также эксплуатируют жителей республики. А все почему? Да потому что башкиры поделились на рода и племена, и неизбежно начнут выяснять отношения между собой и погрязнут в межродовых разборках и стычках. Поверьте, татары знают про междоусобицу очень много. Мы помним про Великую Замятню в Золотой Орде и про братоубийственные разборки между постордынскими татарскими ханствами. А помните события на Куштау? Напомните, какое башкирское племя там было в авангарде? Да не было там никаких племен. Люди смогли объединиться на основе общих взглядов, а не на различиях родовых, которые сейчас популяризируются из каждого чайника в Башкортостане. Возвращаемся к критике башкирской книги. Итак, авторы связывают в одну цепь род Табын и род Иректе только на основе одной родословной Шижере татарского писателя Гали Чекры. Все. Больше у хамидуллинских фантазеров никаких письменных исторических источников нет. В книге про род Иректе других исторических источников просто не упоминается. Но даже башкиризируя род Табын, притягивая за уши башкирский этнос, авторы книги испытывают серьезные трудности. Итак, родоначальник табынцев Уйшин Майкебей, его имя отсылает к племени Усуней, так говорят башкирские авторы, которые были известны еще китайцам. Впервые о них китайцы написали аж во II веке до нашей эры. То есть башкиры тянут историю племени Табын и Иректе аж с древних римлян. Ну и где тут связь между Усунями, Уйшином Майкебеем и табынцами? Надо принять факт, что в генеалогических преданиях табынцев перед Уйшином Майкебеем стоит некий Тюмень-Би.
Зачем башкиры, описывая историю рода Табын и Иректе, выбрасывают из своей памяти это неудобное для них имя Тюмень-Би, который, видимо, приходится отцом Майкы-Бею? Тут отвечает историк Дамир Исхаков. В генеалогических преданиях башкир клана Кара-Табын, ведущих свое происхождение от Уйшина Майкы-Бея, последнему в родословной предшествует звено Тюмень-Би, не исключено являющийся эпонимом, отражающим этноним Туман, Тумат. А племя Тумат, Туман, уже особо не похвастается своей историей, уходящей в период до нашей эры, к древним грекам и римлянам. Тут Дамир Исхаков призывает башкир соблюсти хронологическую скромность, описывая историю рода Табын и родоначальника Майкы-Бея. Но мы продолжаем задаваться вопросом, где связь между усунями, Майкы-Беем и табынцами? Вот и хамидуллинские авторы все никак не могут разобраться, как же тут одно с другим связать. Ведь так не хочется им отдавать великую историю племени Усуней. Но почему тогда род себя называет табыном? За ответом на этот вопрос хамидуллинцы обращаются к казахским историкам. По мнению казахских исследователей, племя Табын, задолго до монгольского нашествия, обитавшее на территории современного Казахстана, приняло в свой состав большое количество уйшинов. Неудачная вылазка получается. Башкирские фольк-историки смекают, что казахские историки явно предъявляют свои права на историю табынцев. И тут они пускаются в забавную манипуляцию данными, но не своими устами, а устами казахских историков. Вот цитата хамидуллинских недоучек. Зачем часть этих табынцев ушла на север, на территорию современной Башкирии и вошла в состав народа Башгирт, о котором говорит Ибн Фадлан? Красиво получается, не правда ли? Сам Ибн Фадлан, арабский путешественник, видите ли, свидетельствует, что табынцы вошли в состав народа Башгирт. Тут хамидуллинцы ссылаются на книгу казахстанских исследователей Вострова и Муканова «Родоплеменной состав и расселение казахов». Но хамидуллинцы поленились проверить казахских авторов, которые в своей книге ссылаются на первоисточник, на текст книги Ибн Фадлана о путешествиях в Великую Булгарию и землю Башгирт. Мы открыли книгу Вострова и Муканова. Да, хамидуллинцы их верно процитировали, точнее выдрали их цитаты про Ибн Фадлана. Но мы также открыли книгу Ибн Фадлана, на которую ссылаются казахские исследователи Востров и Муканов. Мы поняли, что ни Востров, ни Муканов, и уж тем более не башкирские фольк-историки сочинения Ибн Фадлана толком-то и не читали. Дело в том, что на странице, которую указали Востров и Муканов в произведении Ибн Фадлана, вы не прочтете ничего о племени Табын, абсолютно ничего. В этом месте Ибн Фадлан лишь рассказывает, как посетил страну Аль-Башгирт и в очень красочных тонах описывает неприятных ему башкир. Мы прибыли в страну народа турок, называемого Аль-Башгирт. Мы остерегались их с величайшей осторожностью, потому что это худшие из турок, самые грязные из них и более других, посягающие на убийство. Они бреют свои бороды и едят вшей. Далее еще более оскорбительные заметки Ибн Фадлана. Даже про то, что жители Аль-Башгирда поклонялись деревянному фалусу и целовали его на счастье. Друзья, Ибн Фадлан в своих путевых заметках описывает Великую Булгарию и землю Башгирт первой половины X века. И там у Ибн Фадлана нет ни слова о племенах Усунь, Табын и так далее. Как видите, никакой истории племени Табын и вхождения его в землю Башкирию у Ибн Фадлана нет. Мы не знаем, почему на это сочинение сослались казахские исследователи, но хамидуллинских историков они тут явно подставили. Итак, башкирские авторы прочитали казахских авторов, которые, сославшись на Ибн Фадлана, им поведали, как якобы Табын вошел в состав башкир. Но еще раз повторим, нет у Ибн Фадлана ничего. Можете перепроверить мои слова и открыть сочинение арабского путешественника.
А мы опять возвращаемся к нашему вопросу. Где связь между усунями, Майкебеем и табынцами? Ведь получается, если верить казахским историкам, Майкебей со своими усунями вернулся в земли Монголии, то есть современного Казахстана. А башкирские авторы думают, что раз якобы о табынцах писал сам Ибн Фадлан в своей книге, а он не писал, как мы выяснили, так вот, башкирские авторы задаются вопросом, кто же тогда остался на территории Башкирии? Пытаются решить математическую формулу, которую сами себе придумали. Скорее всего, род Табын был подразделением усуней, уйшинов, составлявших улус и войско Майкебея. По окончанию завоевательных походов в Джучи и Батыя часть табынцев селится в Башкирии, а другая остается на территории нынешнего Казахстана. Ну что за бред? Ибн Фадлан жил в X веке. Джучи и Батый свои завоевательные походы совершили во второй половине XIII века. Чувствуете разницу? Это все равно, что сказать, что восстание Емельяна Пугачева и Салавата Юлаева подавили росгвардейцы и ФСБшники. Да не осталось никаких табынцев в лесах и степях Башкирии при Майкабии, потому что Ибн Фадлан, еще раз повторим, ничего про это не писал. Вот и все. Нет генетической цепочки между уйсунами, Майкебеем и табынцами. Продолжим наше издевательство над хамидуллинскими ребятами. Итак, нам серьезным видом башкирские фольклористорики рассказывают, как Чингисхан из Майкебея сделал начальником рода. В сказании Кайсай Чингисхан рассказывается о том, что великий завоеватель даровал главам башкирских родов, в том числе Майкебею, символы власти. Потом Чингисхан сказал: «Эй, уйшин Майкебей, пусть твоим деревом будет лиственница, птицы, орел, боевым кличем Салават». Салават – это же исключительно арабо-мусульманское понятие, которое обозначает благословление пророка Мухаммеда. Башкирские авторы нам хотят сказать, что Чингисхан и его сподвижник Майкебей были мусульманами. У хамидуллинцев где-то кумыс забродил. Итак, чтобы укрепить связь между Майкебеем, табынцами и тем, что они стали башкирами, авторы башкирских родов прибегают к родословной еще раз, опять же, того же самого Гали Чакры. Мы об этом уже вам говорили. Татарский автор Чакры в своем Шижаре сообщает, что его предки, восходящие к Майкебею, пришли на территорию современной Башкирии из Тобола, из Иртыша, в общем, из Зауралья. Всего этого авторам книги достаточно, чтобы сказать, что табынцы – это башкиры. С этого момента, то есть примерно с 13-14 веков, можно говорить о вхождении табынцев в состав башкирского народа. То есть всего лишь один письменный исторический источник. А такой глобальный вывод. Но бред же. Гали Чакры своим шижере башкирским фантазерам к тому же помогает обашкирить и иректинцев. А теперь переходим к другому моменту книги. Откуда появились иректинцы как род? Я уже вам говорил, что основной скелет истории рода Иректе обеспечивает история Казанского ханства. Поэтому перед хамидуллинцами стоит непростая задача – нейтрализовать всякую возможную средневековую родоплеменную идентичность у татар Казанского ханства. Что делают хамидуллинцы? Они бьют по средневековым татарам Казанского ханства, историкам Дамиром Исхаковым, нагло фальсифицируя его мысли и цитату из его книги. Основную массу коренного населения Казанского ханства составляли чуваши-мусульмане, наследники Волжской Булгарии. Современные ученые из Татарстана, в частности Дамир Исхаков, подтверждают этот факт. Наименование чуваш, суас, функционировавшее в Казанском ханстве как обозначение оседло-земледельческого тяглового населения, то есть черные люди, вполне могло быть использовано как этническое определение. Башкирские авторы ссылаются на книгу Исхакова «От средневековых татар к татарам нового времени», изданную в 1998 году. Мы открыли эту книгу и вообще не обнаружили там эту цитату, ее нет. Сами авторы башкирских родов ее придумали и приписали казанскому историку Исхакову. Фантастические фантазеры. Ну ладно,
башкирские историки, наверное, якобы нейтрализовали татар Казанского ханства, вычеркнув у них родоплеменную идентичность. А теперь ведь им можно спокойно писать об истории иректинцев. Итак, само слово «иректе» происходит из слова «ирек», что с татарского и других тюркских языков переводится как «крепость», «Кремль». А суффикс «те» указывает, что «иректе» — это кто-то, кто служит в Кремле, то есть по-татарски «кайда хизмат итесин иректе». Таким образом, в средние века под иректинцами понималась общность людей, которая служила казанскому хану в его ханском Казанском Кремле. Говоря современным языком, все те, кто работают сегодня в Казанском Кремле, то есть служители мечети Кул-Шариф, Татарстанской митрополии, аппарата президента Татарстана, музейные работники, экскурсоводы, все являются по факту иректинцами. Итак, как нам, башкирские авторы, будут объяснять, как иректинцы, служившие в Кремле Казанского ханства, вдруг стали башкирами, но при этом не были татарами? Ну а теперь давайте в очередной раз вернемся к Али-Чикрей, который своей родословной послужил тем самым фундаментом для башкирских авторов, манипуляторов в создании истории рода Усуней, табынцев, иректинцев. Итак, кем себя считал Али-Чикрей? Во-первых, писал он на татарском языке. Да, язык его письма – это далеко не башкирский язык от слова совсем. Жил он с 1826 года по 1889 год. Очевидно, что Али-Чикрей при жизни никакой башкирский литературный язык не застал. То есть языковая идентичность у Чикрей была точно татарской. Во-вторых, большинство произведений Али-Чикрей в виде книг были изданы в Казани. Более того, у Али-Чикрей есть произведение «Медха Казань», что переводится как «восхваление Казани». Казань он представляет в своем произведении как столицу, центр мусульманского мира. Начинает с восхваления города, его жителей, затем обращается к истории, переходит к Волжской Булгарии. В тексте он останавливается и на отдельных этнографических деталях. Затем вновь возвращается к Казани и указывает на историческую связь города с Булгаром. Считает Казань законным преемником Булгар. То есть своей культурной Меккой Али-Чикрей видел именно и только Казань. Если Али-Чикрей писал по-татарски, издавал произведения в Казани и восхвалял Казань, то кем он мог быть по национальности? Ну, естественно, что татарином. Хотя и по сословию он числился башкиром. А теперь вернемся уже конкретно к нашему татарстанскому муслимовскому району. Напомним, Эльвира Айткулова и башкирские миссионеры нам утверждают, что Муслюмова основал якобы предок Али-Чикрей, то есть Шариф Кииков. Но мы открываем документ сказки Уфимского уезда Казанской дороги за 1762 год. Там написано, что деревню Муслюмова основал старшина Табынской волости Мукмен Муслюмов, а не какой-то Шариф Кииков, как нам говорят башкиры. А вместе с кем Мукмен Муслюмов основал деревню? Да с татарами. В этом документе перечисляются 11 деревень, где абсолютно все жители записаны как татары. То есть по ревизской сказке от 1762 года на территории современного Муслюмовского района 11 деревень, где нет ни одного сословия типа башкирец, тептяр, мишар и так далее, все там записаны как татары. В том числе и деревня Милля-Тамакова, где башетно-миссионеры откопали Бабая Джаудата Хаматова. Там по историческим документам в 1764 году проживал 21 татарин мужского пола. Более того, мы не обнаружили ни один исторический документ, который бы доказывал, что деревню Милля-Тамакова основал Шариф Кииков, как нам, еще раз повторимся, сказала во время Сабантуя Муслюмова Эльвира Айткулова. А теперь давайте взглянем в третью ревизскую сказку. Это такая своеобразная перепись населения в Российской империи, которая прошла в 1761-1764 годах. Какие деревни были под командованием Шарипа Киикова? Перечисляем. Аксиитова, Искакайпанова, Бардабаш, Маметьева, Сяпурова. Деревни Милля-Тамак нет в подчинении Шарипа Киикова.
Открываем свод исторических документов по ревизской сказке от 1781 года и читаем, какие деревни были в подчинении Шарипа Киикова, Маметова, Кайпанова, Аксиитова, Бекметьева, Алпаутова. Опять нет деревни Миллитамак. Кстати, заметим, что лишь к пятой ревизской сказке жители деревень старшины Киикова станут башкирцами. Ну, потому что во всех предыдущих переписях они были либо татарами, либо типтярами. Выводы, друзья. В книге о роде Иректе авторы Салавата Хамидуллина не смогли доказать связь между древнейшим племенем Усунь и Уйшином Майкыбей. Нет генетической связи между усунями и табынцами. В книге нету абсолютно никакой связи между родом Табын и родом Иректе. Была ли общность людей Иректе вообще родом? У нас очень большие сомнения. Единственное, что связывает эти рода – родословные Галичи-Кры. Но даже в родословной Галичи-Кры очень много путаницы. Эту путаницу не смогли распутать сами башкирские авторы тома про Иректе. Эти хамидуллинские малайлар, в чем они, видимо, случайно признались на одной из страниц своей книги. Давайте почитаем. Согласно Шежере и данным, приведенным Али Чукури, в Таскирае Лиль-Ахван Валь-Ахбаб вхождение иректинцев в состав русского государства состоялось в период княжения Асана или Исянбея, который был потомком Абдалбея в 7-м поколении. Однако это противоречит ярлыку от 1523 года казанского хана Сахиб-Гирея, так как столь большое число поколений между Абдалбеем, жившим в первой половине XVI века, и Исянбеем, жившим во второй половине того же столетия, не могло уместиться в указанные хронологические рамки. Поэтому эти противоречия следует отнести к последствиям путаницы, возникшей у составителей Шежере. То есть, когда башкирским историкам Шежере неудобно читать и толковать, значит, там составители все напутали. А как надо миф разогнать о родах и племенах, то из родословной можно тащить все, что душе угодно. А сам Галичи-Кры по своему этническому происхождению был татарином, по сословию – башкиром. Такими же татарами и иректинцами являются и татарский поэт Ангам Атнабаев, Салават Фатхиддинов, Хания Фархи, которых упорно башкирские авторы записывают в род Иректе. Друзья, если вам понравилось мое исследование и критика книги о роде Иректе, то подпишитесь на канал Татары Мира на YouTube, поставьте лайк и комментарий. Давайте вместе делать больно этим глупым авторам, недоисторикам башкирской многотомной зажигалки по родам и племенам.